Путешествуйте с Альфа-банком. Выбирайте, куда лететь в сервисе Альфа Travel и получайте супер кэшбэк на авиабилеты. А в эту Альфа-пятницу, 12 июля, даем 30% кэшбэка на полеты в Санкт-Петербург. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Всем привет из Душанбе, столицы солнечного Таджикистана. Так немного информации об этом городе в интернет-пространстве, что мы решили сами сюда приехать, погулять и изучить город со всех сторон. Я надеюсь, что вы уже заварили себе чаек, поставили лайк этому видео. Пойдемте вместе смотреть город. А вот он вам, современный Душанбе. И посмотрите снова, какое огромное количество роз. И тут уже, знаете, так на нас смотрят. В Таджикистане нефть, что ли, нашли или что? Это на ютубе будет выпуск. Смотри, такой хороший, ушки, смотри, Ну да. Это гурза, ядовитая земля. Трогали ли вы следы динозавров? Знакомство с Душанбе можно начать прямо с лобби нашего отеля. Тогда вы точно поймете, каким был раньше город и каким он стал сейчас. Мы заселились в достаточно современный отель, живем мы на 15 этаже, то есть у нас высотка, можно сказать. Ух, как тут ветрено! Сегодня очень классная погода, и сейчас мы выходим на одну из центральных улиц, где зелено, цветочно. Вот такие вот здания современные сейчас здесь. В целом строят, кстати, достаточно симпатично. При этом стоит учесть то, что есть везде, практически везде по городу тротуары, плиточкой уложены, красивые фонари, отделки. Посмотрите, у них коммерческие помещения, вот эти, они двухэтажные, то есть не один этаж, это сразу же два этажа. То есть вот рестораны часто двухэтажные бывают, магазины какие-то. И сразу же за нашим отелем, вот между нашим отелем и другим современным зданием, находится жилье такое, то есть можно сказать, что это дом, представитель всех домов, которые были раньше в Душанбе. Можно сказать, что, ну вот там местные говорят хрущевки, но хрущевки, они как бы повыше этажностью, да, а это вот, ну, двухэтажные такие домики, разделенные на такие части, где до сих пор живут люди, и со временем эти дома расселяют, сносят, и на их месте строят новые, уже современные, высокие, вот как вы видите за этим зданием. То есть вот он контраст получается. Вот он старенький домик, а дальше уже идет новый Душанбе. Когда мы собирались посетить Душанбе, я просто тыкал Google карту. А на Google карте старые фотографии Душанбе еще 10-летней давности. И по ним было понятно, что в городе абсолютно нечего делать. И мы думали, быстренько заедем ненадолго в Душанбе, ну просто так, для галочки. Посмотрим, что за город, и полетим дальше. Но, как оказалось, фотографии на Google карте были не актуальны в прямом смысле. Буквально за меньше, чем за 10 лет город полностью преобразился до неузнаваемости. Сейчас мы вам как раз-таки это и покажем. Прилететь в Душанбе можно самолетом, можно через сухопутные границы, например, как мы из Узбекистана. Билеты мы всегда бронируем по ссылкам в описании. Там сайты-агрегаторы, самые низкие цены вам находят. Бронируем жилье, например, вот такое. Мы примерно вот в таком отеле живем на 15 этаже. По ссылкам в описании. Также сайты-агрегаторы работают. И оплата, самое главное, карта МИР. Это очень удобно. Вот так Душанбе выглядит сейчас. На картинках нигде вы этого не найдете, я не знаю почему. Может, тут люди не любят фоткать, может, в Google лень добавлять или где-то на другие источники. Но, тем не менее, вот мы сейчас идем по центральным улицам Душанбе. Я так смотрю, даже... такси какие здесь. Такси. Да, кстати, вот по поводу такси. Максимально много вот, посмотрите. Все вот эти зелененькие, это такси, и желтенькие тоже. Короче, у них тут практически все, наверное, 90% такси электро. Представляете, как удобно, потому что там нет никаких пошлин на ввоз. И вот эти БАДы, или как они называются, БАД, БУД. Они разные. Это уже вот разные. Но в основном БАДы, да. Очень-очень круто, все современно, все там кондиционер, все работает. Ну, короче, по поводу вот этого таксишной темы, у них это прям здорово сделали, очень комфортно, удобно, шикарно. Центральные улицы тоже, посмотрите, тротуар, зелень, то есть все продумано. Тротуары сделали сразу широкие, озеленили. Справа высотки, то есть, какая огромная, этажей 15-20.
на первых этажах высоток либо магазины какие-то, либо рестораны, либо бутики даже здесь есть. Вот мы проходили, я вам показывал, вроде как попало в кадр. Современный город, который не уступает многим другим городам. Не буду сравнивать с какими, можете сравнить в комментариях сами. Мы здесь уже гуляем несколько дней. Сегодня только начали снимать. Сначала ознакомительные у нас были прогулки. Сказать, что в Душанбе плохо люди живут, у меня язык просто не повернется. Потому что повсюду видим людей хорошо одетых, дорогие рестораны. Вкусно пахнущих. Да, дорогие рестораны. И колоритные люди, которые одеваются, ну, как сказать, по старым традициям, да. Тут нужно иметь в виду, то, что здесь можно одеваться как в обычную одежду, потому что это все-таки светское государство. Также и люди в традиционной одежде ходят, то есть тут как хотите. Можно сказать, рубрика «Было-стало». Я так понимаю, весь центр Душанбе выглядел вот так. Вот такие вот советские здания были, 4-5-этажные хрущевки. Ну и плюс те, что мы показали в самом начале. А вот он вам современный Душанбе. С высотками, с ресторанами, вот с бутиками разными, с огромными красивыми зданиями, современными, с тротуарчиками, зеленью. И, ну, чем вам не современный это город, я не понимаю, с дорогими автомобилями. Ну. И, кстати, большое количество ресторанов, которые тоже такие вот, знаешь, красиво оформленные, с красивой мебелью, с красивыми интерьерами, подача, вот у них тоже очень уже блюд замечательная. Короче, прогуливаться приятно. Сейчас посмотрим все достопримечательности, покажем вам. Я думаю, вы немножко удивитесь. Ну, мы точно удивились. Ну, как вы понимаете, весь центр города меньше, чем за 10 лет невозможно, ну, перестроить. Поэтому здесь пока что небольшой микс, видите, современных зданий и, можно так сказать, старого Душанбе, где базар с фруктами, с овощами. Можно вкусненько здесь перекусить что-то, либо с собой взять в номер отеля. Естественные лепешечки здесь с пылу с жару тоже есть. О, какой вентилятор классный, удобно. А вот, собственно, как раньше выглядел Душанбе. Видите, здесь еще такие отголоски остались. Но я думаю, со временем и здесь все-таки переделают. Тут такой, можно сказать, обжорный ряд. Палаточки, магазинчики. Можно перекусить быстренько что-то. Пробочки, смотри, вот прям чувствуется, что город живет. Я же говорю, посмотрите, машины в основном такие недешевые. То есть, вот стереотип-то есть, что Душанбе, да, там, ой, Таджикистан, страна третьего мира, чего там вообще делать. А в Душанбе так вообще, я не знаю, там какой-нибудь колхоз, вы что туда поперлись вообще? Я не знаю, сколько мы городов посетили. За эту поездку или вообще? Нет, вообще сотни почти разных 300 городов мира. И как бы, видели разное. Признаюсь, да, мы ожидали, что мы приедем. Здесь такое будет, как вам так сказать, печаль и уныние, серость. Почему-то я вот, ну, так себе представляла. Ну, наверное, вот стереотип какой-то создался. Но каково было наше удивление. Мы просто пока ехали, к городу подъезжали, потом к городу приезжали. У меня вот такие вот глаза были, я совершенно не ожидала увидеть. Ой, ветер. Совершенно не ожидала увидеть, что Душанбе настолько прекрасен и интересен. Позади меня находится театр оперы и балета. Классное, красивое здание. Дальше фонтаны шикарные, особенно в такую жаркую погоду, немножко спасают. Вообще тут классный скверик, где можно спрятаться от жары. И в целом, да, здесь очень много зелени, очень классно. И, кстати, здесь можно заметить уже микс старой архитектуры с современной. Если мы посмотрим вон туда, тут 2-3-этажные здания, я вижу, они, ну, на внешний вид, я точно не знаю, сколько им лет, но мне так кажется, им под 100 лет. За ним идет сразу же современная застройка, то есть Душанбе миксуется, как и многие другие города. Но чем мне нравится, то что сейчас вот эти высотки, которые они строят, внешне они их как-то все-таки продумывают, и это не просто бетонная, кусок бетона со стеклом, а еще все-таки имеет какую-то, ну, небольшие архитектурные развязки, так можно, если сказать. То есть внешне он выглядит не страшно, а в принципе неплохо и даже хорошо вписывается в архитектуру города. Что касается цен, мы были также немножечко удивлены. Таджикистан звучит, как будто должно быть недорого, правильно?
Но на самом деле, по факту, по приезду, в некоторых местах, например, тут, знаете, сложно сказать, дорого или недорого. Я вам сейчас вот скажу, по поводу отелей, здесь отели достаточно по приятным ценам, то есть мы забронировали отель хороший на 15-м, 13-м, не помню в каком этаже, за 4 500 в сутки с завтраками. В отеле есть все, там Wi-Fi, кондиционер, все красиво, свежий ремонт, да и сам отель новый, ему около полугода. Но что касается заведений, на днях мы были в заведении, которые позади меня сели, и немножко удивились, когда взяли меню, цены были... Мы живем в Калининграде, и наш город считается туристическим и с завышенными ценами. Так вот здесь цена за пасту начиналась от 60 самонов. Местная валюта здесь самон. Один самон равен 8, ну пускай будет 9 рублей, там 8,5. То есть паста здесь в целом такая 600 рублей где-то стоила, и это еще не все. Плюсом к счету 15% за обслуживание вы еще заплатите. Итого вам паста встанет примерно в 700 рублей. 700 рублей. Так, цены европейские. Даже у нас в Калининграде паста стоит где-то 450-500 рублей. Но всегда есть местные заведения, которые спасут ваш бюджет. Вот, например, здесь, видите, национальная еда, цены будут в 2, а то и 3 раза ниже. То есть, если вы хотите бюджетно поесть, вам сюда. Если хотите подороже, вам туда. Мы много путешествуем, а живем в Калининграде. В последнее время Калининградская область стала очень популярна среди туристов. И наши зрители нас периодически спрашивают, а где бронировать жилье, на каком сайте и где территориально. Так вот, я вам подскажу, что жилье удобно бронировать на Циан. Циан посуточно – это большая база объявлений, реальные фото и детальное описание в объявлениях. Наличие отелей, квартир и не только квартир, а также домов, безопасность и надежность бронирования, хорошая репутация Циан. Мы пользовались сами этим сервисом и остались довольны, опыт был удачным. Удобные фильтры и понятный интерфейс. Например, вот сейчас мы находимся в поселке Донское, и для некоторых проблематично здесь забронировать жилье, но сейчас я вам покажу, как это просто можно сделать. Итак, я зашла в приложение Циан, выбрала снять посуточно, дом, дача, и показать объявления, которые находятся вот возле меня на карте. Можно указать регион, а можно вот прям посмотреть. Это очень удобно. Здесь огромное количество, вот прямо здесь, недалеко от пляжа. Давайте выберем списком и посмотрим, вот, например, дом. 10 тысяч рублей в сутки, усадьба с видом на море, двухэтажный дом, 3 спальни, 180 квадратов, вот фотографии то, что рядом, здесь пляж, сам дом, территория, то, как здесь внутри, весь интерьер, вот такой вот он интересный. Вот такой вот вариант, большое жилье за 10 тысяч рублей в сутки, в 200 метрах от моря. Это, мне кажется, замечательно, и здесь вариантов очень много. Вот я листаю дальше, и здесь, пожалуйста, вариантов размещения, прям вот можно любой выбирать, какой больше нравится. Переходите по ссылке в описании и выбирайте надежное, комфортное жилье для отдыха. На день или больше остановитесь на Циан посуточно. Если бы вы не знали, о каком городе речь идет в видео, то есть просто кликнули, и вам выдал бы вот этот город, вы просто смотрели видео, вы бы догадались, что я сейчас нахожусь в Душанбе. Мне кажется, нет, потому что ассоциации с этим городом у многих совершенно другие. На самом деле Душанбе в 2024 году выглядит именно вот так. Ровная плиточка, зелень, классные тачки дорогие, высотки и отдельно просто фонарные столбы, посмотрите какие. Это не просто кусок непонятно чего, а серьезно, красиво сделали фонарный столб. Это как бы очень важно, да, потому что во многих городах, фонарный столб – это фонарный столб, от чего к нему придираться, да? Но когда рассматриваешь детали в каждом городе, понимаешь, что строили не просто так, а чтобы было красиво. А еще в Душанбе весной парад цветов, тюльпаны и розы растут. Мы сейчас уже в июне месяце, и они отцветают. То есть по самому городу мы будем сегодня наблюдать очень много цветов, причем можно заметить, что я 1,5 метра роста, и они практически с мой рост, если вы замечаете. То есть по городу очень много цветов, роз, это выглядит невероятно здорово. Еще одна из центральных улиц, проспект Рудаки называется. И когда мы собирались в Душанбе, я вот, знаете, как думал, прям можно видео так и назвать. Душанбе – город, от которого ничего не ждешь.
Но по факту, когда мы сюда приехали, тут увидели вполне современный город. Вот, пожалуйста, бутики. Я думаю, дорогие. Ну, скорее всего, дорогие. Так и люди одеты, многие в костюмчиках здесь ходят. Даже ребята помладше или мужчины, девчонки классно одеваются. Либо это современная какая-то одежда, либо традиционная. Тут, я не знаю, как-то каждый, наверное, сам для себя выбирает, как ему одеться. А по Таджикистану мы покатались, посмотрели достопримечательности. По Таджикистану мы уже покатали. А по классным местам Таджикистана мы покатались с компанией Bunyod Tour. Если у вас появится желание тоже увидеть эти классные места, ребята, приезжайте, ссылка в описании на компанию. Вас также проведут, расскажут, покажут. Если скажете промокод «Интересные путешествия», получите 5% скидочку. Ну а сейчас мы попадаем в самый центр всех достопримечательностей. Вот от этого места, в принципе, мы можем наблюдать и один из парков, который прогуляемся. Дальше сейчас строится здесь, забыл подсказывать. Здание парламента строится, здание... и оно восхитительное. Вы знаете, это как Капитолий, похоже даже. То есть я думаю, что когда оно построится, это будет одно из топовых зданий, с которым все будут фотографироваться. Так прям символично, очень красиво. Вот эти башни все. Ну, тут много машин, потому что это самый центр. Ну, кстати, вот тут что-то мало сигналят, там на проспектах побольше. Памятник Исмаилу Самони, парк Рудаки. Сейчас мы туда пройдем, увидим просто невероятные какие-то места. Немного хотел отметить то, что когда мы катались по Таджикистану, в целом нас везде встречали тепло, гостеприимно, особенно даже на базарах, если кто смотрел. Но именно в Душанбе мы пока гуляли, заметили какой-то непонятный интерес к нам. То есть пока что мы гуляли, на нас многие как-то обращали внимание, ну так, акцентировали даже на нас внимание. Некоторые даже доставали телефоны и снимали. Я не совсем понял, почему. То ли нам удивлялись, то ли как бы тут не очень нас недолюбливают. Короче, я не совсем понял. Пишите в комментариях вообще, как относятся к русским в Таджикистане. Потому что я заметил, что многие на нас как-то, ну, можно даже сказать, немножко косо смотрят. Возможно, мне так показалось. А сейчас мы еще погуляем, посмотрим на реакцию. Но оно такое было, я не совсем понял. Особенно молодежь как-то косо на нас смотрела. Я не знаю, потому что катались мы когда по Таджикистану в целом, все было хорошо. Но именно здесь что-то как-то вот я не могу сказать, что я себя полноценно, комфортно чувствую. Что-то здесь, вот, знаете, это необъяснимо, но что-то такое присутствует, что я не могу объяснить. Еще немного о людях. Мы мало где акцентируем внимание на внешний вид людей, но именно здесь мы это сделаем. Нет, мы всегда акцентируем внимание на внешний вид людей, когда много красивых. Вот да, так. Вот последний раз, если я не ошибаюсь, это было в Албании. Не знаю, вот в Албании очень красивые люди. И здесь, когда мы гуляем, мы тоже были, ну, не знаю, как это сказать, в восторге, наверное, от того, что здесь люди очень приятной наружности. То есть внешне красиво выглядят. Ты идешь, прям ты думаешь, вау, ну, девчонки красиво одеваются, внешне выглядят, ну, прям очень хорошо и красиво. Почему ты только про девчонок говоришь? Ну, я же не могу парней оценивать, типа, какие красивые парни. Девчонок оценивать. Это другое. Ну, тогда ты расскажи про парней. Я вот про девчонок рассказал. Тут много таких таджиков, как бы таких. Ну, нет, на самом деле, действительно, тут люди, они красивые, да. Вот они, центральные улицы, одна из высоток, где вот там, ну, потом, наверное, увидите, там вот фотография, даже не фотография, там телевизор и президент там, но я вам потом покажу. Дальше мы идем, Юля мне подсказывает, что это библиотека. Представляете? Вот так в Душанбе выглядит библиотека. Ну, это не просто там библиотечка, какая-то национальная библиотека, шикарное здание. Смотрите, какая территория здесь ухоженная. Опять же, розы. В этом выпуске будет очень много роз, ребят, и фонтанов. Но почему-то сейчас фонтан тут не работает. Вот он к вечеру, ну, может, ближе включают. И сейчас мы находимся в парке Рудаки. Парк в самом центре Душанбе. Назван в честь персидского поэта, основоположника персидской литературы. Парк очень зеленый, здесь нереально огромное количество разных совершенно растений, и туи, и магнолии цветущие.
розы, опять же, повсюду, со всех сторон. Они большущие, красивые. И вот сейчас уже отцветают. Нам повезло, что мы попали вот именно в цветение. Это очень здорово. Когда здесь еще плещутся фонтаны, это вдвойне классно. Парков в Душанбе достаточно много. Вот мы вообще, пока прогуливаемся по городу, это вот один из крупных. Далее там еще будет один парк, потом ботанический сад здесь есть, зоопарк есть. Огромной высоты есть флагшток, вокруг которого пруд. Там катамаранчики, с детьми многие гуляют тоже. Конечно же, есть аттракционы, парк с аттракционами. То есть очень много таких, знаете, прогулочных площадей. Я так радуюсь этим розам, как будто только что их всех мне просто взяли и подарили. 1 000 000 роз, знаете. Смотрите, какие они высоченные вообще. Позади меня строящееся здание парламента, здание совершенно новое, архитектура великолепная. Я считаю, что оно здесь, знаете, на века вот будет стоять, и там через 200 лет скажут: о, это здание построено в 2024 году. И вот здесь, прямо за парком, расположилось здание правительства Таджикистана. И вон, кстати, флагшток, про который я говорила, на котором развивается гигантский флаг. Мы в прошлый раз здесь проходили, и флаг просто лежал. Я говорю: Игорь, смотри, нет ветра совершенно. Какой должен быть ветер, чтобы флаг развивался? Вот такой, как сегодня. Видите, насколько немного развиваются мои штаны? То есть ветер не сильный, но повыше, посильнее. Ну а следом за прекрасным зданием правительства находится не менее прекрасное Министерство иностранных дел, Министерство финансов. Тут такая улочка, одна из очень таких движниковых, очень много машин ездит. Позади меня еще один парк. И я тоже могу отметить, какие здесь красивые фонари. То есть это не просто обычные фонарные столбы на дороге, знаете, которые чисто для освещения улицы, а это прям вот произведение искусства. Они очень красивые, ну, высоченные, большие такие, масштабные. Машины тут тоже ездят такие, ого-го, я вам скажу. Вот мы и добрались до флагштока Таджикистана, который установлен в центре Душанбе. Он такой огромный, что нужно высоко-высоко задирать голову, как будто смотришь на Бурдж-Халифа. 165 метров высота, а сам флаг 60 метров на 30 метров. А вес его как минимум 700 килограмм. Представляете, какой там сейчас наверху ветер, который вот может сейчас вот с такой силой развивать флаг. Позади меня остаются министерства, и посмотрите снова, какое огромное количество роз. И если вы думаете, что это все цветы, на этом все заканчивается, нет. Посмотрите туда. Национальный музей Таджикистана, и там такое же огромное количество роз. Просто невероятно. А мне вот больше интересно, что поспособствовало такому быстрому развитию города. То есть до 2018 года, я так понимаю, здесь особо никаких таких глобальных строек не было. И после 2018 года начали все ненужное, лишнее, старое сносить и полностью преображать город. Если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии. За последние несколько лет и правда здесь очень хорошо поработали, потому что найти старые здания или какие-то старые улицы достаточно сложно. Вот, наверное, мы по одной из них сейчас идем, и то улица не полностью сохранилась. Вот по правой части можете наблюдать старые домики, но если посмотреть налево, здесь тоже все в огромных 6-метровых заборах. Все строится. Я думаю, через пару лет тут вообще город будет вообще не узнать, да? А сейчас мы потихонечку отдаляемся от центра. Позади жилое здание с 6-метровым шикарным забором, с какими-то там барельефами и с фонтанами во дворе. Я удивлен. Ну, сейчас вот мы идем в сторону базара, и я думаю, уже картинка должна меняться, когда от центра города отходишь. Ну да, а тут все по-прежнему розы не заканчиваются. Да, здесь розы, новостройки, стройка. Отходим подальше от центра, картинка меняется. Попали в частный сектор. Единственное, ну, как бы все нормально, но вот эти огромнейшие заборы, метров 5, наверное, они. Не знаю, наверное, это здесь особенность городов. И в Узбекистане мы видели подобные. Здесь зачем, не совсем понимаю, такие огромные заборы непроглядные. Проходим еще дальше, картинка опять меняется. Здесь уже местные живут, гуляют, дворики.
И где-то здесь уже рядышком базар. Да, что-то мы шли, на вокзал пришли. Что-то как карта опять глючит. Действительно, здание очень похоже на здание какого-нибудь исторического железнодорожного или автобусного вокзала, да, уже может быть. Но это рынок, базар в Таджикистане, в Душанбе, выглядит вот так. Друзья, что я могу сказать? По-моему, это самый красивый рынок, который мы когда-либо посещали. Рынок Таджикистана в Душанбе. Снаружи сначала действительно я подумала, что это какой-то, может быть, вокзал. Здравствуйте. Специи, сухофрукты, орехи. Посмотрите, как все аккуратно разложено, насколько все это красиво, эстетично выглядит. Все в больших мисках. Обалдеть. Так, тут дальше тоже очень много разных сухофруктов, орехов. Финики вот такие гигантские. Глаза разбегаются. Тут же овощи, фрукты, специи, сладости, колбасы, сыры. Вот я сейчас все, что вижу своими глазами, вам перечисляю. Большое пространство, красивое. Тут красивый пол с плиткой, тут колонны. Это просто, мне кажется, это люкс вообще, люкс-базар. Шикарнейший. Здесь очень приятно находиться. И здесь даже работают маленькие сотрудники. Вот мальчик идет, помощник. Вот это, кстати, меня прям вообще... Я первый раз такое видела здесь. Мы там даже заходили в одну кафешку, тоже мальчик маленький, видимо, чей-то сын или брат помогает. Очень здорово. И все так красиво разложено, прям хочется попробовать. Вот этот помидор просто хочется взять и съесть, потому что они все идеальные, все отборные. Посмотрите, какие шикарные овощи. Вообще... Классный базар, мне тут нравится. Я вообще люблю рынки, мы предпочитаем даже сами не супермаркеты, а закупаться на рынках. Здесь есть второй этаж, на который мы поднялись, и отсюда открывается шикарная панорама на весь рынок. Видно, где что расположено, овощи, фрукты, потому что, в принципе, все поделено. Сухофрукты там, свежие овощи, фрукты там, молочное там, мясное с другой стороны. За тем базаром, который мы вам показали, есть его продолжение, но здесь уже все не так, выложено. В принципе, товар такой же, просто вот я думаю, что все-таки здесь дешевле, просто мы цены не спрашивали, но там все слишком идеально, и, соответственно, наверное, цена там чуть завышена. Еще аренда, то есть площадь там крытая, тоже крытая, но там в помещении же прям. Здесь в целом все выглядит тоже очень съедобно, но я уверен, что здесь цены ниже, наверное, в 2 раза, а то и выше. Смотрите, уже арбузы пошли, персики, черешня, яблоки. Все выглядит очень вкусно. Вот яблочки по 35, 33. Кстати, 33 за яблоки — это 300 рублей на наши. Идем с базара в Душанбе Молл. Проходим местные улицы, наверное, так. И тут уже, знаете, так на нас смотрят. Типа, так, чё это они тут ходят? Презрительные взгляды. Туристы для детей. Не только детей, там тетенька тоже сидела, такие смотрят на нас. Здравствуйте. О, они даже понимают. В общем, некоторые тетеньки уже такие, они так приоткрыли вот эти дверь-ворота, такие на нас подозрительно смотрят. Так, кто это тут у нас ходит? И прям взглядом провожают, и мне кажется, он до сих пор там где-то на нас это смотрит. Не туристическое место, это просто частный сектор, где живут люди, как бы. Хотя это все, получается, город не настолько большой, то есть это тоже как будто бы в центре находится. Вообще город большой, если по карте посмотреть, просто мы ходим как бы в центр и вокруг центра, а если дальше, мы уже просто пешком дальше не дойдем. Если смотреть по карте, то ровно прямо мы должны были попасть на центральную улицу, и за ним дальше Душанбе Молл. Но в итоге мы просто уперлись в стройку, на карте ничего нет. Вот видите забор. Вот сквозь этот забор и здание нам туда надо. И теперь я даже не представляю, как нам обойти, потому что по карте я посмотрел, нам вообще куда-то вообще, я типа заблудился. А тут такие, знаете, улочки, они узкие, они петляют, то есть можно в них заблудиться, по карте непонятно, куда идти. Ты знаешь, куда она? Может, налево или направо? Либо нам сейчас налево, либо нам опять туда мимо вокруг тетенек, вообще. Да? Я не хочу больше возле тети. Мне кажется, в следующий раз она уже у нее будет не только взгляд. Давайте с солью, что гуляете здесь? Помню, я смотрел как-то давно один фильм про Восточную Европу, что ли. То ли ужастик, то ли еще что-то. И там туристов дети закидали камнями. Надеюсь, что с нами такого не произойдет, потому что камни здесь есть, дети есть, туристы есть. Сюжет фильма. Вообще, гуляя по Душанбе, особо на Google карту можете не рассчитывать, потому что, она, как сказать, какая-то старая там информация, там не все есть.
кафе, ресторанов, заведений, там больше половины вообще нету. Дальше по дорогам, тут вот тоже идешь, то есть по идее по Google карте мы должны были четко нормально выйти на дорогу. По факту мы в стройку уперлись. Здесь настолько много строек, что даже на картах они не успевают появляться. И сейчас мы блуждали где-то минут 30-40, чтобы просто выйти оттуда на центральную дорогу. Потому что по карте смотришь, он тебе показывает один маршрут, ты идешь, там огромный забор и стройка, огромный забор и стройка. И мы вот так просто кругами сейчас ходили. А в Душанбе есть своя маленькая Эйфелевая башня. Эйфелева. Я не знаю, как она тоже назвали, хрен выговоришь. Короче, здесь стоит башня, можно здесь фоткаться. Где-то здесь уже Душанбе Молл. И я не понимаю, где и Душанбе Молл, и как тут вообще идти, потому что тротуар... О, я нашел тротуар. Пойдем быстренько перейдем. Здесь уже можем наблюдать тоже очень много стройки. Город здесь прям расстраивается. Ну, то, что мы гуляем, здесь, я вам скажу, очень сложно гулять, потому что много еще в стройке, и где-то тротуаров нет, где-то надо обходить километрами. И мы тут блуждаем, вот ищем молл, и вот где-то он... Путешествуйте с Альфа-банком. Выбирайте, куда лететь в сервисе Альфа Travel и получайте супер кэшбэк на авиабилеты. А в эту Альфа-пятницу, 12 июля, даем 30% кэшбэка на полеты в Санкт-Петербург. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Зашли в торговый центр. Я думал, это будет большой-большой-большой современный торговый центр. А оказалось, что это маленький торговый центр с минимальным количеством магазинов, с обжорным рядом и с большим продуктовым магазином. И все-таки объясните мне кто-нибудь, в Таджикистане нефть, что ли, нашли или что? Откуда? Ну, представь, целый город перестраивают. Смотрите, тут тоже высотки везде. Свежие, видно, там дальше все это строится. Но создается впечатление, что в Таджикистане нашли нефть, как когда-то в Дубае, и полностью все переделывают. Еще один современный район. Или это не улица, или район, наверное, даже целый. Вот такая типовая застройка, однотипная или типовая, как ее назвать. Да, выглядит здорово, все так дорого-богато. Я же говорю, как в Дубае практически. Дорогие тачки, красивые высотки, рестораны шикарные. Вон, турецкий ресторан Султан Бей называется. Ну, как бы... Но там внутри, мы сейчас просто погуляли, вот там внутри еще живут люди, ну, в маленьких домах, как мы вам в начале ролика показывали. То есть как-то идет вытеснение, что ли. Вот это, наверное, какой-то отель дорогой. Выглядит здорово. Сейчас посмотрим. Ну, как будто по Гонконгу сейчас иду. Создается у меня такое небольшое впечатление. Очень высокие высотки. Вот, пожалуйста, отель Ром. Ром называется? Блин, я думал Ром. Сейчас на улице прошел просто дичайший Армагеддон. Сначала дул ветер, затем пошел ливень. Ну, короче, адища. И единственное место, куда можно было сейчас забазироваться, это барбершоп. Мы зашли в одно из заведений на обед. Ну, здесь не национальная кухня, а разная, обычная. Вот, в общем, завтраки, цены разные, цены в самонах, получается, на 8,5, если умножать, то получается в рублях и плюс 12% обслуживания. Грубо говоря, на 10 просто, да? Ну, можно на 10, да. Ну, салаты там где-то по 49, по 67. Ну, тоже цены прям очень разные. Я листаю, можете на паузу ставить, смотреть. Вторые блюда по 55, 135, это уже стейк будет, например. Ну, основные позиции бери, вот, например, паста. карбонара с индейкой. 45. Где-то 450 рублей. Да. Если брать уже спагетти болоньезе, то 650. Пиццы по 75 в среднем. Дальше тут круассаны разные, ну они тут совершенно разные, там, от 20 до 70 у них цены. Так, суши, запеченный ролл, ну, давайте обычный ролл, классическая Филадельфия 67. Далее у нас кофе идет. Кофе, кстати, вообще адекватных денег. Капучино 18, это что-то 150, сколько? 180. Ну, 180, да, получается, вместе со всеми сборами. Чаек какой-нибудь тоже 180, чайничек чая. И здесь молочные коктейли, лимонады, смузи тоже, они тут примерно по 23, по 25. Здесь, ну, это одно из заведений, где цены как бы адекватные, нормальные. Я не скажу, что они низкие, но я не скажу, что они здесь супер высокие.
Но мы проходили рестораны, где цены были в 1,5 раза выше, чем здесь. Мы взяли по пасте, мне кажется, пасту мы не ели уже месяц. Мы в последнее время сидим на плове, на лагмане, знаете. Вот, и наконец-то карбонара с индейкой, между прочим. Давайте пробовать. Это очень вкусно. И кофе тоже взяли, холодный капучино, тоже очень вкусно приготовили. В целом оформление заведения красивое, мне нравится. Принесли счет, давайте посмотрим, сколько всего лишь. Это обслуживание, получается 140 самонов. 140 самонов, 1400-1300 рублей. Мне кто-нибудь может объяснить, что в этом мире с погодой происходит? Мы приехали в Кыргызстан, замерзли. Мы приехали в Самарканд летом, замерзли. В Ташкенте был ливень. В Ташкенте ливень был, мне кажется, это вообще аномалия. Целый день ливень был. Сейчас мы уже в июне, в Душанбе, мы замерзли. Тут прошел тоже ливень, ураган, смерч, Армагеддон. Строительные заборы погнуло просто. Сейчас просто дует ледяной, холодный ветер. И холодно, мы идем переодеваться, представляете? Сейчас июнь месяц, в Душанбе должно быть 60 градусов. Что происходит с погодой, я не понимаю. Ну, раз мы уж пришли переодеться, давайте небольшой обзорчик сделаю. Отель называется Баланд Хотел. В целом, а сам отель новый, ему примерно полгода. Все хорошо, все красиво, знаете, все есть. Все причиндалы, там сейф, холодильник, панорамное окно, там стоит он 4500 в сутки. Но есть только один здесь нюанс. Обслуживание в отеле крайне странное. Вчера вечером мы приехали с гор, вечер, это было где-то 7 часов вечера. Мы приходим, у нас дверь открыта. Представляете, дверь в нашем номере была открыта. И здесь стояли сотрудники и просто копались где-то что-то в кондиционере, в номере копались. Нас вообще никто не предупреждал, что к нам кто-то зайдет и будет что-то тут делать. Представляете, никакой конфиденциальности нет вообще здесь, она полностью отсутствует. Дальше они покопались и начали свет отключать. Света вообще полвечера не было, электричество просто выключали. Потом интернет здесь тоже нестабильный, они его тоже включают, выключают. Ну, как хотят, так и делать. Это вообще все фигня. Мы с утра проснулись, опять электричество выключили. И мы просто уже ушли, не стали ждать. Ну, я не понимаю, почему тут так происходит. Кстати, дальше идем. У нас просто номер не убирают. Мы уже так вторые сутки здесь. Не убирают номер. Не могу руки, мыло закончилось. Нет, да, у нас эти мыльные принадлежности закончились. Мы там тыкали, убрать наш номер. Вообще пофиг, водичку не выполняет. Нет, так дело в том, что они выключили это. То есть там же нажимается, и чтобы это выключить, надо, выключить. То есть они выключили. Мы пойдем, да, сейчас спросим, почему здесь такое обслуживание странное. Сейчас уже свечерело, такое предзакатное время, и включили фонтаны. И сразу же город еще больше преобразился. Какой-то, не знаю, фонтаны дарят какое-то состояние праздника. Вот здесь вот возле Национальной библиотеки они прям длятся туда далеко-далеко, большие, классные. Они здесь не поющие, хотя подсветка, я вижу, наверное, когда потемнеет, может быть, еще и сработает подсветка. А также вот дальше все фонтаны, которые есть, где парк Рудаки, вот в ту часть тоже, там тоже заработали фонтаны, хотя мне кажется, что если бы их включали днем, было бы еще круче, потому что хочется освежиться. А сейчас и в принципе уже вечером такая достаточно свежая, приятная погода. Вечером, когда жара спадает, все люди выходят на улицу, понятное дело, уже конец рабочего дня, и очень сейчас классно прогуливаться по такой погоде. Особенно, что интересно, мы заметили вечерами в парках, и в целом вот так на улицах гуляет много китайцев из Китая. Мы узнали у местных, откуда, как так, почему здесь столько китайцев. Оказывается, они сюда приезжают работать, в командировку. То есть здесь очень много китайцев, которые строят дороги, мосты, тоннели, здания, стройка именно, когда какие-то здания такие сооружения новые строятся, это в основном строят какие-то строительные компании из Китая, а отделку потом уже там внешнюю, внутреннюю уже делают местные.
В 30 километрах от Душанбе расположился город Гисар, в котором есть историческая достопримечательность Гисарская крепость. Очень популярна у туристов, поэтому мы сегодня приехали посмотреть, что это такое. Сегодня понедельник, поэтому людей не особо много. Нам повезло, потому что я думаю, что если бы мы сюда пришли в выходные, то было бы не протолкнуться. Так как Гисарской крепости уже более 3000 лет, исторических событий здесь происходило очень много, в том числе и Александр Македонский здесь побывал. Много раз ее хотели и завоевать, потому что она стоит на таком стратегически важном месте. Здесь проходили торговые пути, и не только, поэтому многие хотели заполучить этот лакомый кусочек. Естественно, до наших лет крепость уже выглядит немножко по-другому, потому что ее много раз разрушали, и мало что от нее оставалось, потом ее обратно реставрировали. И вот эти все здания, которые вы видите, естественно, они уже новенькие, но в целом, прогуливаясь здесь, можно понять, что здесь было, как здесь было. Место историческое, место интересное. Если будете в Душанбе, то выделите несколько часиков, приедьте, посмотрите и потрогайте историю руками. В новеньких вот этих домах, сейчас эти дома используются как сувенирные лавки, да, можно зайти посмотреть слева, справа, ну вот сюда нас зовут, возможно, нам сюда и надо. Пойдемте посмотрим, что может турист приобрести себе. Заходим, национальные наряды, примерно какую, я знаю, какой тебе точно понравится. Весь в золоте, в шелках. Красиво? Ну да. Тибетеечки можно приобрести, спасают в жару. Смотри, какая вообще шикарная. Да, классная. Кольца, всякие брюлики, золото, драгоценности. Ну да, все это здесь тоже можно приобрести. Кружечки и, естественно, крепость сама. В общем, сувенирные лавочки есть. Если не знаете, где купить сувениры, как раз таки вот в крепости. Если смотреть вот на крепость, вот там уже выход получается, или вход. Слева самое высокое здание, там жил правитель. Дальше камеру поворачиваем, здесь воины жили, вот там подальше. И левее, вот тут за холмиком, жила свита. Сейчас мы быстренько прогуляемся и все вам покажем. Тут, где жили воины, такая вот поляна огромная, большая-большая, зеленая, красивая поляна с видом на горы. И есть лошадки и ослики. Можно почувствовать себя рыцарем, да. Оседлать коня и поскакать. Ну ладно, коня-то оседлать понятно, но вот ослика оседлать, это, конечно... Это уже будет как в фильме «Кавказская пленница», как он там... В общем, да, если есть такая мечта, можно ее вот как раз-таки здесь и осуществить. Ну, отсюда и виды открываются, поглядите, какие кушать. Дошли до самого главного местечка. Здесь планируют построить музей. Я думаю, в скором времени он здесь будет. Возможно, когда вы приедете, уже будет музей. Пока что все это в планах, в реставрации. Я думаю, будет, можно вообще какой-то видовой ресторан и музей сделать. Представляете, такими-то видами сидеть, наслаждаться под кондиционерчиком. Мы приехали в первой половине дня, ну, градусов 30, я думаю, здесь уже есть. При том, что есть такой небольшой нюанс, что ветра вообще нет. И ты такой гуляешь, как в бане. В том случае, когда хочется, как чтобы ветерок подул. Не, ну я жару люблю. Походом нам нужно закупиться. Зашли за самсой, тут подписчики подлетели, просто люди гостеприимные говорят: о, ребят, мы вас хотим угостить, представляете? На рыночек заехали, сейчас будем подниматься в горы, берем с собой самсу. Я вообще в шоке, нас ребята узнают. Мы в Нью-Йорке, это в Таджикистане есть такой город, ну, Нью-Йорк. И мы заехали на базар сейчас, потому что в горы идем закупаться, и тут ребята встречают нас. Гостеприимство просто нереальное. Просто вот парень подошел, говорит: давайте самсу куплю. Я говорю: почему? Он говорит: ну потому что у нас вот гостеприимство такое, вот как принято просто взять и обгостить какого-нибудь туриста. Ага. А передайте привет зрителям всем. Это на ютубе будет выпуск. Супер вообще, ребят, я вообще реально в шоке. Обалденно. В горы мы собираемся, естественно, не вдвоем. Наш проводник Хикматулло, у нее тур с нами.
Мы на базаре сейчас по пути просто заехали. Тут куча овощей, фруктов. Смотрите, какая черешня шикарная вообще. Смотрите, какая крупная. Абрикосы, персики. Все красивое. Ничего себе. Представляете, можно просто вот так, не спрашивая, подойти вот так попробовать. Если понравилось... Попробуй. Да. Черешенку. Вкусная? Конечно же, здесь есть супермаркеты, мини-маркеты, все современные магазины, понятное дело, но просто ничто не сравнится с базаром. И вот местные также предпочитают приходить на базар, покупать свежие фрукты, овощи, мясо, молочные продукты, выпечку. И, собственно, мы тоже. Тут такое дело, мы сейчас шли в одну сторону, ребята крикнули, говорят, подождите, идите, мы вас арбузом угостим, понимаете? Это вообще как? Так, аккуратно. Сейчас начало июня, и здесь уже арбузы и дыни вовсю продают. Так, движение на таджикском рынке мощное. Наши ребята, вон, смотрите, сколько арбузов, целая машина просто. Уже спелые, вкусные. Вон прямо сейчас, смотрите, отрезают. Смотрите, друзья, прямо здесь режется арбуз. Вот такой вот. Прямо сердцевинку вырезают, сочную. Вкусную. Так, снимаем пробу. Итак, я создал ажиотаж и пробуем арбуз в начале июня в Таджикистане. Посмотрите, все смотрят. Это невероятно! Вот это, я понимаю, настоящий арбуз. Итак, пробуем арбузик. Самый вкусный, самый центр. Все в ожидании, что же будет. Вот он, спелый, сочный. То, что надо? Офигеть. Представляете, вот такие вот арбузы. Я не знала, что в начале июня спелые арбузы бывают. Ну, реально очень вкусно, я тоже попробовал. Вот это огонь. Они небольшие, видите? Не такие, как, ну, такие вот потом в августе у нас продаются. Маленькие, круглые, сочные, вон. Он обалдеть какой сочный, он просто весь истекает соком. Сок стекает, это просто невероятно. Какое-то невероятное гостеприимство. Нам вообще, мы зашли на базар закупиться, и нас просто ажиотаж. Да, очень вкусный арбуз. Ребят, я в шоке. Вот это да! Вы знаете, я не помню, мы вообще вам говорили или нет, куда мы идем. Мы сейчас находимся примерно в часе езды от Душанбе. Вот за городом Нью-Йорк. Еще немножко мы 20-30 минут проехали. И у нас сейчас трекинг в гору. Зачем мы туда пойдем? Я, наверное, вам еще так и не сказал. Не то, что поговаривают, научно доказано, что в горах Таджикистана нашли след динозавра. И он там по сей день есть. Идти до этого следа где-то около 5 километров, но высоко в гору, получается, ну, наверное, 2 часа поход в одну сторону займет. И мы сейчас, наша компания из 4 человек, собираемся вам показать эти уникальные кадры. Но сначала нам нужно туда дойти. Пойдемте, лайк заряжаем и пойдемте смотреть следы динозавров, которые жили сколько тысяч лет назад, кто знает, или миллионов даже лет назад. Пишите комментарии. 20, 200. Итак, повторюсь, что идти нам пару часиков в одну сторону. Мы взяли провизию, еду, воду. Здесь горные речки протекают, если что, помогут нам. А здесь есть змеи, скорпионы, пауки, гадюки. Динозавры-то уже вымерли, но всякая другая нечисть здесь существует. Но нам-то все нипочем, потому что мы исследователи, путешественники. И наша задача показать вам что-то уникальное. Вот вы скажите мне одно. Кто-нибудь из блогеров вам хоть раз показывал след динозавра? Нет? Значит, мы будем первооткрыватели. Если захотите совершить такую прогулку, имейте в виду, что нужно правильно одеться, нужно правильно снарядиться и немножко морально и физически быть готовым. Наверное, больше физически, чем морально. То есть, если любите ходить, проблем не будет.
Если вверх тяжело переносится, походу, то, наверное, лучше просто посмотреть наше видео и все. Сейчас проверим, на красные быки бросаются или нет. Эксперимент у нас сегодня. Так, идем уже минут 30, наверное. Тут коровки гуляют. Привет, привет. И быки гуляют. Нам куда-то вот туда дальше в горы. Пока что, ну, еще, может, минут полтора часа. Так, подождите. У каждого есть 7 таких Смотрите. готовых пуля. Как думаете, это ручка или что? Ну-ка, возьми в руку. Обалдеть. Ну, как будто бы перо. Ядовитый, да? Самый шипе там? да. Поэтому они стреляют, попадают В общем, это иголка от дикобраза. Значит, тут дикобразы, что ли, бывают? Вон еще валяются, смотрите. Вот это маленький. Ого. Вот это другой. Вот это да. Здесь, по-моему, на какой-то Обалдеть. дикобразный ежик попали хищники, поэтому он А. выбрасывал свою. Оборонялся. Да. Оборонялся, и вот это, который может вдруг этого ежика съели, поэтому он не бросает таких маленьких. Угу. Только бросает вот такие колючие, Большие. Ну, которые это у прям, него в да, руках. серьезные. Они очень острые и По-моему, ядовитые. Этого ежика съел какой-то ядовитый, потому что он бросает только вот это, у него есть 7 или 9 таких готовых. Они Мгм. вот на пути для того, чтобы готовы были. Вы бросай вот это. Бедный ежик. Жесткую часть такую мы прошли. Ну как жесткую? Подъем в самом начале просто надо подняться так высоковато. А дальше уже идем постепенно в горочку. Где-то равнина. Тут всякие растения растут, горные травы, цветы. Вот иглы дикобраза. Я, если честно, под впечатлением. Коровьи лепешки, потому что тут тоже пасутся коровы. Иногда пастуха можно встретить. Ходишь, дышишь горным воздухом. Такие походы — это класс, конечно. Они забирают много сил, но они и заряжают в итоге потом. То есть поначалу ты такой встаешь, думаешь: о боже, зачем я на это подписался? Но потом, когда ты уже спускаешься с гор, у тебя, я не знаю, как это, какая-то легкость. У тебя легкость везде, причем вот в голове, в теле. Да, ты понимаешь, что это действительно был физический труд, но оно того стоило. Во-первых, места, которые ты видишь по пути. Во-вторых, финальная точка, да? Эпицентр уже событий. И путь, пикник обязательно, конечно. Путь обратно уже такой. То есть ты понимаешь, что ты достиг пика, и уже можно возвращаться. Мы взяли с собой там шоколадок. Ребята охлаждают, смотрите. Уже чувствуется, то есть она была прям вообще жидкая. Сейчас видишь, она уже даже не это. Нормально. Водички, вода попрохладнее. Вода такая приятная. Хочется в нее окунуться, если честно. Ну, а теперь самое время нативочку Твикса сделать. Смотри, вот легко от упаковки. Оп, отстает. Твикс, обращение к Сникерсу. Сникерса, это мог бы быть ты. Но так как не было Твикса этого, Сникерса это Твикс. Смотрите, местные обитатели. А вам вообще видно или нет? Я могу предположить, что нет, но сейчас она подвигается. А укусит, нет? Она прям... Это жесть. Вы посмотрите, кого мы встретили на пути. Да, это же ослик. Я... А где твои хозяева? Там, наверное. Привет. Вот, видите, сколько животных. Второй уже ящерка, барсу, это дикобраз. Смотри, такой хороший, ушки, смотри, какие Ну да. пушистенькие. Погладь. Погладь. Да он, блин, думает, что приперлись, что достали. Давай тебя поглажу. Змея. Это кобра? Да. Серьезно? Да. Вы видите? Нет, это не кобра. Вы слышите это? Этот звук? Как думаете, что это за звук? Это звук змеи. Наверное, а вот так. А вот так. Это гурза. Ядовитая змея. Ядовитая? Ага. Очень надо ездить. Я вижу змея. Я останавливаюсь. Впереди меня кто есть, он едет дальше. Кто сзади меня, они тоже останавливают. Они, эта змея ползет по дорогу, ничего не сделает. Если вы толпой ездите по горах, земля испугается, думает, что мы атакуем на него. Потом он как-то атакует на нас. А если мы по правилу едем, ничего не будет.
Короче, друг за другом надо идти, правильно? Друг за другом надо ездить. Вот так. Кто впереди, он не видит землю, он едет дальше, кто сзади видит, останавливает, сзади кто приедет, они тоже останавливают. Ну, если что, на минуточку, мы сейчас видели ядовитую змею. При укусе мало не покажется. Я даже не представляю, что ну, это будет конец пути какого-либо. Короче, опасно в горах, а вы как хотели. Это вам не дома чаек пить. Да, очень страшно вниз смотреть не хочется. Короче, нас осталось только 2. Ну, как вы помните, нас было 4. Был очень серьезный подъем, при котором некоторые люди решили, что не смогут. Но мы смогли. Это было... Даже мне было страшно, кстати. Хотя удивительно. Потому что мне обычно, я как этот козленок всегда по горам бегаю. Вот там позади меня, я сейчас покажу, уже наша финальная точка. Так, что я могу посоветовать? Наверное, не идти сюда. Потому что вы, скорее всего, не сможете пройти до конца. Если нет никакой-то физической подготовки, если никогда не ходили в горы или ходили, но маршруты были очень простые, такие, знаете, квазитропки, все дела, вы сюда не подниметесь. Вы подниметесь процентов на 80 пути, может даже 90. Когда останется буквально чуть-чуть, это самые сложные минуты, так сказать, которые, ну, где вы остановитесь. Это как на Эверест подниматься, знаете, уже почти вроде дошли, и вот он вроде его видишь, но нет. Оказывается, далеко. Короче, это сложно, но возможно. Вот они, следы, к которым мы шли 2,5 часа. И я надеюсь, на камеру их хорошо видно. Я попробую сейчас побольше зазумить. Так, включаю чудо-зум. И теперь вы должны точно видеть. Вот эти, видите, ямки? Просто если сильно присмотреться, видно, что это не просто ямки, а как раз-таки следы. Следы динозавров, которые ходили здесь, ну, не знаю, возможно, 200 миллионов лет. Ну, неизвестно, может, 100 миллионов лет назад. И сейчас, спустя все это время, мы можем их наблюдать. Это же волшебно. Где вы еще такое увидите? Я никогда в жизни ничего подобного не видел. Для меня это, можно сказать, открытие. Наверное, можете назвать это даже безумием. Идти непонятно куда в город 3 часа, рисковать своей жизнью, падать, царапаться, получать кровавые раны. Ради чего? Ради 30 секунд этого видео непонятных ямок на скале, да? Да зачем это надо? Лучше уж дома посидеть. В этом и состоит наша жизнь. Видеть что-то новое. Даже пускай это будет ценой жизни. Получать наслаждение от жизни. Видеть своими глазами следы, которым 200 миллионов лет. Ну, я считаю, что ради этого и стоит жить. Конечно, можете сказать, что мы сумасшедшие. Можно было просто взять дрон и долететь дроном. Но это же скучно. Вот, пожалуйста, след. Мы прям стоим рядом, вплотную и трогаем эти следы. Вот они. Вот след. Вот. Пошел. Вот они, все следы теперь точно видны. Ну что ж, конечно, неизвестно на самом деле, это след или не след, но по всем признакам, возможно, да. Почему бы и нет? Я, например, верю. Верите ли вы, пишите в комментариях. Здесь этих следов много. И мы их трогаем. Трогали ли вы следы динозавров? Вы знаете, даже камерой лучше видно, чем мне глазами. То есть вот эти я глазами не вижу. Ну, как сказать, не вижу. Можно сказать, что прям практически, короче, не вижу. Доберусь ли я до него, я не знаю. Иди сюда, динозаврик, иди. Трогаю не то что тысячелетнюю историю, миллионолетнюю. Эта история уже миллионы лет. Как спускаться-то? Подняться поднялись, но я просто сейчас туда смотрю, вниз. А я даже не верю, что мы сюда поднялись. Как спускаться, это вообще другой вопрос. С виду на камеру все это кажется достаточно безобидно. Но нам нужно... Вот Юля нас ждет вот там. Нам нужно... ладно, на камеру. Все это в одном измерении. Я вам просто скажу, что это все примерно вот так выглядит. Помните ту самсу? Вот она. Она еще теплая. Как так? Ну так. Я на диван прилягу.
А тут место мое. Слушай, ну это, конечно, было... Ты бы не смогла. Ну, там такие были места. Я бы нет, я знаю, я сразу же говорю, что я не это. Ну, я вообще всем не рекомендую идти. Не, можно дойти до этого места, где мы сейчас обедаем, и посмотреть. Можно бинокль, например, с собой взять, или камеру с зумом, и отсюда посмотреть. А вот этот путь... Среди наших зрителей есть вполне подготовленные люди, кто готов. Поэтому, если готовы... Давайте так договоримся. Если вдруг вы пойдете, если вдруг вы там будете, телеграм-канал «Интересные путешествия», как только там побываете, скидывайте фотку, от нас будет отдельный лайк и респект. Так, ну что, мы поели и отправляемся в обратную сторону. В итоге вот все про все в одну сторону, с обедом, со всеми отдыхами 3,5 часа нас заняло. Обратно, я думаю, поменьше. Я думаю, часа, может, за 1,5 или 2 управимся, потому что все-таки спускаться попроще. Ну, как бы дорогу уже знаешь, идешь и идешь, так что я думаю, ну, сейчас посмотрим, через сколько придем. А сейчас, сейчас пока вниз спускаемся, естественно, уже, ну так, можно сказать, налегке, попроще идем. Я ловлю себя на мысль, что я же на турники наброс сейчас хожу, ну вот, в Телеграм закидываю, там, в Инстаграм, и вот, ну, уже больше 20 лет, наверное. Сколько? Ну, год с 12, ну, год 22, наверное, хожу. Вот. И сейчас я понял, что наконец-таки, спустя все это время, мне эта функция в моем теле пригодилась. Потому что когда мы спускались обратно вот с этих следов, то там как раз-таки нужно делать упор на руки, как на брусьях. Вот упор делаешь и спускаешься, упор делаешь и спускаешься. И мне было невероятно легко, потому что я руками держал все тело, в том числе и ноги. И как бы ногами я, можно сказать, как руками просто цеплялся. И это мне, как бы, можно сказать, даже спасло мою жизнь. Поэтому заниматься спортом нужно. Когда-нибудь пригодится. Кто это у нас там такой? Ослик до сих пор там стоит, ждет. Люди дрова собирают, оказывается. Потом на осла и домой. Что ж, давайте прощаться с Осликом. Ослик, пока. Тебе хорошая работа. Я смотрю, ты еще тут немножко подзадержишься, правильно? Давай, не хворай. Все будет хорошо. Не переживай. Подписывайся на YouTube-канал «Интересное путешествие». Поставь лайк, ты там будешь в кадре. Чем удобно по горам-то гулять? В чем удобство и комфорт? Вон водопад. Горные реки везде. Набираешь водичку, пьешь. Кристальная. Идеально. Короче, сейчас мы видели еще одну змею, только другую. Она такая очень была длинная, примерно вот такая. И такого... Какого цвета-то она была? Песочного цвета. И я такой, Вот так беру iPhone, и он, что он делает? Он просто улетает и вот так. К змее причем. Он просто по камням такой, к змее, дун-дун-дун. Я уж смотрю, думаю, ему же только всего лишь месяц. Обзор айфона после падения. Здесь вообще ничего. Он где-то в 5-7 камней ударился с высоты метра. Ну ничего, да, все в порядке. Представляете? Я в шоке. Вообще ничего. Нет, вот тут небольшие где-то коцики я видел. Ну, особо такого ничего вообще критичного. Но он прям постучал по камням. И вот это, кстати, тут же стекло. Нет. Вообще... Нет, не стекло. Это не сейчас? стекло. Ну, короче, смысл в том, что... Ну, даже не ссадины. Он прям... Ну, вот... Не докопаться нет к чему. Удивительно, конечно. Он прям по камням, он так... Я такой, о нет. У меня первый раз, кстати, телефон упал. Да? Да. И все еще спрашивают, все спрашивают, как без чехла носишь? Зачем? Он у меня сейчас упал в камни. Ничего не произошло. Ну что ж, можно сказать, мы уже спустились. На этом наша экспедиция-то по Таджикистану завершается. И я хочу сказать только одно. Путешествуйте, потому что с помощью путешествий вы открываете для себя что-то неизведанное. А мне кажется, в этом и есть смысл нашей жизни.